Считаю нужным ответить на последние комментарии, которые появились в сетях после моего последнего видео. Мне пишут, зачем ты говоришь о судьбах народов Кавказа, если в исламе нет национальности? Ну как это нет национальности? В исламской общине не то, что есть национальности, так они созданы еще самим Всевышним. Потому что Аллах Всевышний в Коране говорит: «Ваджа'альнакум шу'убан ва кабаиль», и мы сделали вас народами и племенами. Кроме того, пророк Мухаммад, мир ему благословение, среди своих сподвижников имел таких величайших сподвижников, как Сальман аль-Фариси и Сухайб ар-Руми, которые в своих именах подчеркивали свое происхождение из Персии и из Византии. То есть пророк Мухаммад, мир ему благословение, не говорил им: сотрите указания своей национальности и происхождения из своих имен. Но они остались в веках именно с указанием своего национального происхождения. Но при этом мы должны помнить, что Аллах Всевышний создал нас народами и племенами не для того, чтобы мы гордились или бахвалились, или превозносили себя выше других народов. Он четко говорит в продолжении этого аята, для чего Он нас создал шу'убан ва кабаиля, для чего Он нас создал народами и племенами. Литаарафу, для того, чтобы мы узнавали друг друга. И далее Аллах Всевышний в продолжении этого аята говорит, кого Он считает наиболее благочестивым и почтенным. «Инна акрамакум андаллахи аткакум», говорит Аллах. Поистине самый почтенный из вас перед Аллахом, самый богобоязненный. То есть мы созданы народами и племенами не для того, чтобы мы гордились и бахвалились или унижали другие народы, а для того, чтобы мы узнавали друг друга и при этом, будучи богобоязненными, служили Всевышнему Аллаху, поклонялись Ему должным образом, сохраняя свою родную культуру, но превыше всего ставя благочестие и богобоязненность.